Сподвижник Али, да будет доволен Аллах, говорил: «Ешьте гранат вместе с пленкой, разделяющей семена, ибо поистине он благородно влияет на желудок». Четвертое. Инжир, смоковница. Это уникальный фрукт, содержащий в сравнении со своими другими фруктами очень много клетчатки. Целая глава священной книги названа этим фруктом. Сура Ат-Тин, смоковница. В первом же аяте этой суры Господь описывает полезные качества инжира. «Клянусь смоковницей и маслиной, плоды которых благословенны и из которых люди извлекают много пользы». Смысл первого аята суры Ат-Тин. Тафсир Аль-Мунтахаб. Пятое. Мед. О полезных свойствах меда известно давно. Мед исцеляет от многих болезней кровеносной системы, пищеварения, укрепляет иммунитет, лечит астму, язвы и так далее. О меде есть упоминание и в Священном Коране, и в благородных хадисах. В частности, в Коране говорится о пчелах, которых Аллах наделил функцией вырабатывать мед. Смысл. Выходит из внутренности пчел питье разного цвета, в котором лечение для людей. В хадисе, рассказанном Абу Хурейрой, да будет доволен Аллах, говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отмечал: «Вам даны два средства исцеления – мед и Коран». Шестое. Молоко. Молоко было самым любимым напитком посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Этот напиток обладает бесценным количеством полезных свойств, что подтверждается следующим изречением пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Если кто-либо из вас принимает пищу, то пусть он скажет: „О мой Аллах, да вложи в это благословение и дай лучшее“. А если же он принимает молоко, то пусть скажет: „О Аллах, сделай его для нас благодатным и преувеличь его“. И нет ничего, кроме молока, заменяющего и пищу, и питье. В другом хадисе говорится: «Вы держите коров, их молоко – лекарство, масло – исцеление, мясо – болезнь». Отметим, что вред говядины уменьшается, если при варке добавить чеснок, имбирь и перец. Седьмое. Оливковое масло. Олива в арабском языке, известная как зейтун, является лекарством более чем от 70 болезней. Так оливковое масло уменьшает вредное воздействие на организм свободных радикалов. Масло оливы также играет важную роль в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает загустение крови и ускоряет ее передвижение по сосудам, выступает помощником при пониженном высоком давлении и предупреждает ожирение. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ешьте оливковое масло и смазывайте им свое тело, ибо поистине оно взято от благословенного дерева». Восьмое. Уксус. Уксус обладает замечательными полезными свойствами, способен улучшать обмен веществ и может противодействовать избытку молочной кислоты в крови, образующимся во время тренировок и после стресса, предупреждает развитие диареи, так как в нем содержатся антидиарейные вещества, ускоряет пищеварение и метаболизм, предотвращает разрушение зубов, убивает паразитов, живущих в желудке, а также в тонком и толстом кишечнике, улучшает пищеварение у больных, страдающих несварением желудка, дезинфицирует кишечник и другие. В хадисе, рассказанном Аишей, да будет доволен ею Аллах, приводятся следующие слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Уксус – лучшая приправа». Девятое. Финики. Финики – удивительный плод, которому во многих странах приписывают свойства укреплять человеческое здоровье и продлевать жизнь. О значимости фиников может свидетельствовать тот факт, что слово «финики» встречается в Священном Коране более 20 раз.
У этого сладкого плода масса целебных и полезных свойств. Согласно хадисам, финики являются не только противоядием, но и эффективно защищают от воздействия черной магии. Тому, кто каждым утром будет съедать по 7 фиников сорта аджва, в этот день не повредят ни яд, ни колдовство. Это говорится в изречении пророка саллаллаху алейхи вассалям. Другой хадис гласит: давайте финики роженице. Если не можете дать ей свежих фиников, то дайте сушеных, потому что нет более полезного дерева для женщины, чем финиковая пальма. И 10. Ячмень. Ячмень называют пищей пророков. Ячменная каша, тальбина, весьма полезна для физического и душевного здоровья. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Вы постоянствуйте на употреблении тальбина. Клянусь тем, в чьей власти моя душа, она смоет ваши внутренности, как вода смывает грязь с ваших рук». Супруга пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аиша радиаллаху анха, говорила: «Ешьте, ибо я слышала, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: тальбина успокаивает сердце больного и уносит с собой часть печали». Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда давал отведать ячменного супа людям, страдающим от лихорадки. Если вам понравился этот материал, пожалуйста, расскажите об этом окружающим. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарий и нажать на колокольчик.